Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, мои дорогие зрители, гости, подписчики. Огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Огромное сердечное спасибо. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Хорошие новости на пороге. Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Посмотрите на песочек и загадайте на себя. Так и спросите, какие хорошие новости у меня на пороге. Надеюсь, вы все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками. Пусть откроют нам то, что сейчас скрыто, и то, о чем мы так сильно желаем слышать и узнать. Так, мои хорошие, новостей-то много. Списочек-то большой получился. Ладно, давайте по порядочку пойдем. Во-первых, смотрите, здесь у меня 3 фигурки. Не знаю, насколько вам хорошо видно, да? Одна фигурка противная отвернулась, и вторая противная отвернулась. Упрямые люди. Друг к другу тянет, но упрямятся. Гордость мешает. А вот третий, видите, посерединке стоит, и их примиряет. Здесь, значит, мои хорошие, с кем вы в ссоре, с кем вы в обидах, с кем вы, пободались, да, покусались, и я вижу, что вы помиритесь. И помиритесь вы благодаря третьему человеку. Третий человек и вас любит, и того другого, вашего оппонента. И для третьего человека очень важно, чтобы вы помирились. Мои хорошие, у кого семья, то здесь примирение будет через вашего ребенка. Вот ребеночек возьмет и помирит, потому что любит он и мамочку, и папочку. И очень грустно ему, когда в доме тишина, когда в доме обида, когда в доме люди не улыбаются, не смеются, а наоборот грызутся, как кошка с собакой живут. Вы знаете, так вам стыдно станет за вашу ссору, так вам стыдно станет за то, что вы поругались. Вы, как знаете, вот каждый, да, сам себе поклянется, что больше этого не будет. Кстати, это может, в принципе, между друзьями произойти тоже. Между друзьями, между партнерами. Тогда примирителем будет человек, который вас обоих хорошо знает и очень хорошо к вам относится. Вот так вот, мои милые, примирение. У вас на пороге с кем-то примирение и новые пути, понимаете? Новые пути вот именно в вашей дружбе, либо в вашей семье, в ваших отношениях. То есть вы не только помиритесь, но вы и решите какую-то очень важную проблему, которая вам мешала, которая вас разъединяла и, скажем так, по разным углам вас отталкивала друг от друга. Дальше птички летят. Здесь одна птичка слева, вторая птичка справа. Вот одна, вот она вторая. Значит, с левой стороны птичка тревожная, а с правой птичка, которая несет благую весть. По тревожной птичке что хочу сказать? Чтобы вы понимали, это не приговор, это не беда, это просто переживания. Переживания, которые нужно будет проработать, разузнать, может быть, как-то поднапрячь чуть-чуть, потому что здесь есть выход. Да? Все это вы можете решить, все это вы можете убрать. А по хорошей птичке, вы этих новостей давно ждали, очень давно ждали, и наконец-то вы их получаете, мои милые. Дальше, здесь у нас 2 дела. Человек в руках 2 дела держит. У вас 2 фазана, понимаете? Один в одной руке, другой в другой руке. То есть руки у вас заняты и заняты чем-то важным. Либо, кстати, это работа. В 2 местах вы работаете. Либо это каких-то 2 вопроса, 2 ситуации. Но чтобы вы понимали, по фазанам это удачные ситуации. И одна, и другая. То есть вас ждет какая-то двойная удача. То есть поедете за одним и второе решите, либо там получите, найдете, приобретете. То есть какой-то вот выгодный для вас идет период, где сразу можно, вот есть такая поговорка, да, там на 2 стульях нельзя усидеть, а у вас получится, с 2 зайцами нельзя, а вы сможете. То есть какое-то вот везение идет. Очень хорошо, мои милые. Дальше из новостей. Здесь, не очень приятная новость, но я должна ее сказать. Значит, здесь женщина, которая в сложных отношениях, таких прям мучительно угнетающих, убивающих,
узнает о мужчине какие-то, ну, нелицеприятные вещи, мягко скажем, да, нелицеприятные. Они, конечно, для вас и так были, ну, известны, да, то есть вы на уме себе держали, вы подозревали, что этот человек может это делать, догадывались, возможно, о чем-то, ну, получите подтверждение. Причем подтверждение получите от того, от кого совсем не ждете. Вот не ждете вы от этого человека, этот человек вам скажет, либо там расскажет, может быть, даже что-то и покажет. Значит, моя хорошая, то решение, которое вы приняли, вы должны его исполнить. Ну, что терпеть, что ждать? Ну, тут уже, понимаете, вот ниточка, да, там на волосиночке все держится. Не сегодня, завтра лопнет и исчезнет. Да? Здесь решение вы уже для себя приняли, значит, это вам толчок идет. Эта информация придет именно в тот момент, когда нужно будет действовать решительно. Чтобы вы в очередной раз, моя хорошая, не дали слабину. Чем вы, кстати, и грешите. Слабина. Слабина это идет от жалости, от того, что сердечко у вас такое огромное и доброе. Кого вы жалеете? Вы должны себя пожалеть, своих близких, кто за вас переживает, деток своих пожалеть. А того человека жалеть не надо. Ему жалость не нужна, понимаете, не нужна. То есть приняли решение, поступайте так, как приняли. Вам вот эта информация, вот чтобы вы там себе не думали, она идет вам как триггер и как вот этот зеленый свет, что все правильно, да, все правильно ты решила, все правильно ты делаешь. Дальше из неприятных тоже вот моментик идет, скорее всего, на работе. Узнаете, что кто-то крысятничает. Крысятничает в прямом смысле слова. Человек может подворовывать, человек может... Ну, в прямом смысле слова, да, в ваши вещи залезть и ваши взять. Кстати, может не только ваши брать. Для вас будет большим сюрпризом, кто это делает. Вот серьезно, кто-то вот прям такой жалостливый делает, на кого никогда и не подумаешь. Думаешь, что это, ну, безобидный одуванчик, да, есть же такие люди. А оно окажется, что волк в овечьей шкуре. Значит, здесь, ну, тоже, знаете, как... Человек этот не исправится, это у него какая-то, ну, как, ну, болезнь, наверное, да, вот эта норма поведения. Брать чужое, либо переносить, может быть, какую-то информацию плохую. Кстати, вот еще важный момент, прям пришла информация. Возможно, что вы с кем-то общаетесь, дружите, думаете, что человек хороший, как вы, там, порядочный, добросердечный. А человек может, например, будучи, ну, не в самом лучшем здравии, я просто скажу помягче, да, прийти к вам в дом, либо с вами там общаться, обниматься, целоваться, а потом вы уже либо от этого человека, либо от кого-то другого узнаете, что человек там нездоров, допустим, да. И человек как бы сознательно вас подвергал опасности. Вот это мне не нравится. Кстати, будьте поаккуратнее с подружками, которые будут вас звать на какие-нибудь там тусовки, мероприятия с незнакомыми мужчинами. Потому что ваша подружка, может быть, она... Да, такое нельзя говорить. Может быть, она женщина с низкой социальной ответственностью, да, а вы думаете, что она хорошая. Вот она вас куда-то затащит, а вам потом придется отбиваться от кого-то, да, от каких-то назойливых ухаживаний, да. Ну, мягко буду говорить, надеюсь, вы все понимаете, что я говорю. Просто я на YouTube всего сказать не могу, хотя иногда очень хочется. Вот здесь поаккуратнее надо быть, поаккуратнее. Здесь какое-то вот прям может быть немножко как разочарование в человеке. Это мягко я говорю, да? Чтобы вам еще и неприятности этот человек не принес. Так, это из неприятного мы это закончили. Я вас предупредила, я должна была это сделать, я это сделала. Теперь давайте к хорошим новостям пойдем. Хоть у нас тема называется «Хорошие», да, но вот... Вышло предупреждение, я не могу игнорировать, мои милые, не могу. Просто обязана вам сказать. Так, из хорошего. Здесь медвежонок у вас вышел. Медвежонок вообще замечательный. Это защитник, это помощник, это помощь в каком-то сложном деле. Это может быть как сильный человек, который берет на себя ответственность, так и человек, наделенный силой, который вам в силу обстоятельств, либо по силе зова своего сердца, да, по доброте сердца вам будет помогать. То есть если у вас какие-то важные дела с чиновниками, с делопроизводителями, с какими-то, может быть, бюрократами, идите и будьте спокойны и настойчивы. Потому что человек оценит ваш подход, например, вашу
скажем так, ваше хорошее воспитание, да, то, что вы человек интеллигентный, то, что вы умеете общаться, что вы вежливый человек, да, вот посмотрит на вас и скажет, вот этот человек порядочный, вот этому человеку я помогу. А если там как кто-то пришел, там кричит, хамит, вот там может быть жесткий, очень жесткий ответ. Вам здесь помогут. У кого, кстати, будут там суды, какие-то выяснения, вот с юстицией что-то связано, вот судья станет на вашу сторону, станет и скажет, вот я, да, может быть, там где-то что-то не сходится, но человек скажет, я чувствую, что ты не виноват, да, либо что ты говоришь правду, что тебе нужно помочь, что да, действительно, может быть, какая-то ошибка произошла. То есть помощь здесь будет оказана очень таким сильным человеком, да, с властью, который связан. Также, мои милые, у кого-то может быть подарки. Вот кто-то принесет вам подарок, неожиданно кто-то принесет. Либо кто-то вам что-то даст, либо будет предлагать, да, как подарок. То есть вы там живете, ничего ни про кого там не слышали, не знаете. Тут стук в дверь, какая-нибудь соседочка ваша говорит, ой, вот так случилось, что вот у меня там родственники приехали, например, там с деревни, да, привезли мне сколько-то там мешков картошки. Вот некуда ее девать, негде хранить, вот, пожалуйста, берите, покушайте. Либо еще что-нибудь, да, там принесет, может быть, вещи какие-то, скажет, вот я там, например, с дуру, да, накупила, а теперь не знаю, что с этим делать. Вот хочешь, я тебе просто подарю. То есть какой-то очень приятный момент идет от неожиданного человека. То есть от этого человека вы 100% не ждете. А человек, видите, в ручках вам несет что-то. Несет и вот прямо от сердца дает, говорит, пожалуйста, возьмите, пользуйтесь, да, носите, либо там кушайте. Очень, кстати, приятный, душевный момент будет. И вам после, кстати, этого случая тоже захочется сделать что-то хорошее, положительное. Так, мои хорошие, здесь еще какая-то правда выйдет наружу, потому что здесь у нас дырочка появилась, да, как замочная вот скважина. Какая-то правда выйдет. Правда, которую все долго ждали. Вы ждали, может быть, кто-то из ваших там близких, из вашего окружения. Правда долгожданная и правда, которая за собой несет какую-то, не знаю, то ли свободу, то ли возможность какую-то. То есть будет очень-очень приятно. Неожиданно, но очень приятно. Дальше, мои хорошие, в семье, в доме. В семье, в доме я вижу, что люди находят общий язык. Находят не только общий язык, но и какое-то общее занятие, дело. Может быть, вокруг чего-то объединяются. Здесь может быть как и семья муж с женой, так и семья вот полный состав, да, там мамы, папы, бабушки, дедушки, там братья, сестры. Вот какое-то, может быть, даже мероприятие будет у вас, неожиданно как-то организуется. Либо какие-то хорошие новости соединят всю семью. Вот как-то вот нежданно идет, да, как непредсказуемо, как правильно сказать. То есть вы все собираетесь, либо маленькой семьей, либо большой семьей, и очень хорошо о чем-то говорите, что-то обсуждаете, очень хорошее позитивное настроение идет. У кого-то отыграется, что, ой, прям подмазала, будет встреча именно с друзьями, либо с близкими друзьями, да, вот, с кем вы общаетесь. Вот кто-то всех соберет в одном месте, и вы очень хорошо проведете время. Дальше, мои милые, какие-то гонки у вас закончатся. Гонки за чем-то, либо за кем-то. Вот бега, прям суета. Везде нужно бежать, куда-то нужно успевать, что-то где-то не так. Вы должны там прийти, что-то сделать, доделать, за кем-то доделать. Вот это время заканчивается. Заканчивается тем, что приходит сильная рука и наводит порядок. Это может быть с работой связано, либо с делом, которым вы занимаетесь, либо, в принципе, да, как в семье может быть даже такая ситуация. Сильная рука вам идет, рука помощи. То есть она не только на вас направлена, но и на коллектив, допустим, да, вот сколько бы там человек не было в этом коллективе, эта рука идет на этот коллектив. То есть наводит жесткая рука, сразу хочу сказать, но порядок будет. Будет дисциплина, будет порядок, уйдет вот эта суета, беготня и какие-то, не знаю, то есть глупые, может быть, какие-то ошибки, может быть, какая-то даже халатность уйдет. Вот это я вижу. Дальше по хорошим новостям. Кто ждал у меня
не знаю, то ли лечение, то ли, может быть, к врачу вы не могли попасть, то ли вот кто-то ждал чего-то, связанного с медициной, с лечением, может быть, с какими-то процедурами. Вы ждали, 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 там что-то где-то там двигалось, не двигалось, то вы там вторая, то вы там 10-я, да, постоянные какие-то были качели. Наконец-таки вы попадете туда, куда хотели, и сделаете то, что вам было нужно. Сделайте, причем сделайте очень даже и хорошо, то есть без всяких там последствий, тьфу-тьфу-тьфу, да, чтобы не сглазить. Прям хорошо у вас все пойдет. Так, и еще из хороших новостей, тут какой-то лисе хвост прижмут. Ну, лисы — это хитрые люди, мошенники, лгуны, даже могут быть иногда зложелатели. Кому-то прижмут хвост, понимаете? Человек перестанет на вас влиять и перестанет вам какие-то, может быть, гадости делать. Мои хорошие, новости есть. Простите за вот этот негативчик, но надо было сказать. Если вышел, я всегда говорю. В целом все будет очень даже и неплохо. Главное, мне нравится, что люди живут мирно, спокойно, дружно, и все решения, которые будут приняты, они будут позитивны для вас. И все ваши действия, они будут направлены не на какую-то деструктивную энергию, а наоборот, на положительную и созидательную. Это все идет вам во благо, мои милые. На этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.